Главные события уходящего вторника, 25 ноября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Троих детей госпитализировали с травмами из дома малютки в Якутии. Прокуратура начала проверку. Ледовую переправу Хатас-Павловск могут открыть уже к концу этой недели. На данный момент ее готовность составляет порядка 90%. Начало большого пути по обновлению внутреннего водного транспорта региона. Помощник президента России Николай Патрушев посетил Жатайскую судоверфь. Вандалы в Ленске продолжают разрушать теплые остановочные павильоны. Из-за их деяний уже закрыты 2 остановки. Нюрнбергские пловцы выступили на открытом первенстве Сибирского федерального округа. В соревнованиях приняли участие более 300 детей со всей страны. В Якутске прокуратура начала проверку по факту травмирования 3 малолетних детей из Республиканского центра содействия семейному воспитанию. По данным Минздрава, 24 ноября этого года вечером дети были доставлены в педиатрический центр Республиканской больницы номер 1. 2 из них сейчас проходят лечение в нейрохирургическом отделении. 3-й ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Ему рекомендовано амбулаторное наблюдение. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Обстоятельства получения вреда здоровью детьми устанавливаются. Им оказывается соответствующая медицинская помощь. На место выехал прокурор города Якутска Виктор Умеренко. В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пребывания детей в специализированном учреждении, действиям и бездействию уполномоченных должностных лиц и другим вопросам. В связи с улучшением погодных условий и завершением всех необходимых проверок в Якутии открыта ледовая переправа через реку Лену, соединяющая Покровск и село Кирдем. Проезд разрешен для транспортных средств массой до 3 тонн. На других же участках подготовка к открытию продолжается. Подробнее в сюжете далее. Минтранс Якутии провел проверку хода работ по устройству ледовой переправы на участке Хатас-Павловск. На данный момент готовность автозимника составляет 90%. Ведутся работы по пробивке первых 2 полос и заливке 3-й и 4-й. На сегодняшний день минимальная толщина льда составляет порядка 32 сантиметров. Необходимо для открытия у нас 35 сантиметров. До конца текущей недели работы подготовительные будут завершены. Если погода позволит и толщина льда будет соответствовать нормативам, в пятницу, в субботу дадим проезд. Также поэтапно переправы открываются в арктических районах, на реках Яна и Колыма. Через реку Алдан по маршруту Хандыга-Мегина-Алдан движение транспорта начнется с 1 декабря. В этот же день разрешат проезд автомобилей массой до 4 тонн на участках реки Вилюй. С начала декабря уже поэтапно от 3 до 5 тонн будут открываться по всем нашим, грубо говоря, речным артериям ледовым переправам. По Якутску, Нижний Бестях, по федералке тоже открытие планируется в тех же сроках и в конце, в течение декабря. Несмотря на предупреждения об угрозе чрезвычайных ситуаций и риски для жизни, некоторые водители продолжают игнорировать запрет на выезд на лед до официального открытия переправ. На реке Лена зафиксирован случай, когда таксист перевозил пассажиров по неокрепшему льду. За нарушение этих правил ему грозит уголовная ответственность и лишение свободы до 2 лет. При возбуждении уголовного дела установлено, что 23 ноября 2025 года водитель с целью привлечения прибыли, достоверно зная, что переправа через реку Лена небезопасна для автомобильного проезда, осуществил на своем автомобиле Toyota Alphard перевозку 2 пассажиров по маршруту город Якутск, села Тыккөл, ставя под угрозу жизнь и здоровье данных граждан. До официального открытия переправ выезд на лед строго запрещен. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч для должностных лиц, от 100 тысяч до 1 000 000 рублей для юридических лиц. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Приказом управдора Якутии разрешено движение автотранспорта по Зимнику и Белях-Соскылах на дороге Анабар в Анабарском районе. Проезд открыт с сегодняшнего дня на основании акта контрольной проверки грузоподъемности автозимника для проезда транспорта с общим весом до 5 тонн.
К другим темам. Начало большого пути по обновлению внутреннего водного транспорта региона. В рамках рабочей поездки в Якутск помощник президента России Николай Патрушев вместе с главой республики посетили Жатайскую судоверфь. Ключевой объект для строительства судов, обеспечивающих перевозку жизненно важных грузов в рамках северного завоза. До 1936 года на заводе планируют построить порядка сотни речных судов. По следам правительственной делегации отправилась и моя коллега Надежда Саханская. Обратите внимание на это изображение. Именно так в финальном своем исполнении должна выглядеть Жатайская судоверфь. Я думаю, что именно эти слова сегодня слышала правительственная группа, которая посетила Жатайскую судоверфь. Вообще это строительство идет долго, но видна уже финишная прямая. И надо сказать, что в декабре 2024 года были налажены стапельные пути. В апреле этого года открыли цеховую часть. Сейчас остается совсем немного. Жатайская судоверфь – это 58 тысяч квадратных метров, на котором расположилось такое важное и нужное для нашей республики предприятие. К финишной прямой мы идем семимильными шагами, потому что остается доработать всего 10 квадратов. А это говорит о том, что Жатайская судоверфь сейчас готова на 95%. А начиналось все уже в далеком, по нынешним меркам, 2019 году. Тогда сваю установили в преддверии Дня Республики. Действительно, выбор времени для закладки первой сваи несет в себе глубокий символический смысл. Так, стройка с самого начала обрела значение не только экономического проекта, но и знака обновления, надежды и преемственности поколений. Пройти пришлось сквозь многие испытания. COVID-19, начало специальной военной операции, жесткие санкционные меры. И уже сегодня судоверфь – ключевой объект для строительства судов, обеспечивающих перевозку жизненно важных грузов в рамках северного завоза. Цех способен изготавливать различные суда класса река, река-море, а также небольшие морские суда. Проектная мощность у нас предусмотрена до 10 судов в год. Да. В целом это 10 тысяч тонн металлопродукции в год, но на нее надо будет выходить постепенно. Во-первых, это должно быть серийное производство. Во-вторых, нам нужно будет дооснащать цех дополнительно еще, чтобы мы смогли выйти на эти производственные мощности. Николай Патрушев обсудил с руководством республики и судостроительного завода перспективы развития предприятия и его дальнейшую загрузку заказами. Он ознакомился с производственными мощностями, участком сборки плоских секций, где возводится паром для Сунтарского улуса, участком сборки полотниц и стапелем завода. Ему также представили строящиеся малые баржи для сельскохозяйственных нужд региона. Первый заказ уже есть. Это 100-метровая баржа, на которой сегодня идут работы. Но для того, чтобы справиться с проектной мощностью и, возможно, даже перевыполнить план, нужна рабочая сила. Помощник главы государства подчеркнул необходимость увеличения объемов заказов для обеспечения строительства речного флота, так необходимого для грузоперевозок по Ленскому бассейну и в арктической зоне Российской Федерации. Задачи стоят грандиозные. Да? У нас до 30-го года там такие планы стоят. Ну, надеемся, что в ближайшее время, хотя бы там 3-4 суда в год будем строить. Это зависит от заказов. Сегодня судоверфь уверенно движется к выходу на полные проектные мощности. Уже совсем скоро она станет полноценным судостроительным кластером, который обеспечит создание современного речного флота для грузоперевозок по Ленскому бассейну и в арктической зоне, включая Северный морской путь. Надежда Саханская, Семен Семенов, Жатай. Общереспубликанский день приема граждан состоится завтра, 26 ноября, с 2 часов дня до 6 вечера по местному времени. Граждане могут обратиться со своими вопросами в исполнительные органы госвласти, органы местного самоуправления районов и городских округов Якутии, а также органы местного самоуправления городских и сельских поселений. При себе необходимо иметь всего лишь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Вандалы в Ленске продолжают разрушать теплые остановочные павильоны. Из-за их деяний уже закрыты 2 остановки. Работа их приостановлена временно. Городская администрация занимается изысканием средств на их ремонт. Ленчане негодуют и требуют, чтобы к нарушителям порядка были применены меры наказания. В проблеме разбиралась Светлана Балеева. Вот так выглядит сегодня остановочный павильон по улице Ленина. Разбитые стекла на входных дверях, дыры в стенах. Уже не раз здесь были вырваны доводчики, сломаны камеры, видеонаблюдение и электронное табло. После прошлого разгрома остановка была приведена в порядок. Но, как мы видим, от него не осталось и следа. Здесь не лучше все поизрисовали, вон, двери сломали.
Здесь дверь отремонтировали, теперь эту сломали. Ну так-то хорошо, зашел, хоть погрелся, даже посидеть можно. Только мне вот этот бардак не нравится. Гора мусора вот так была. Не знаю, кто сейчас убрал, но тут постоянно бардак. Соки пьют, кушают тут. Булочки валяются, со школы, видать, дети идут. Какой-то контроль нужен быть, какой-то сторож здесь должен быть все равно. То же самое мы видим на остановке через дорогу. Руки вандалов поработали и здесь тоже. Ну, остановка теплая, молодежь будет, сорят, развивать окна. Так же получается. Нужно отправлять сотрудников полиции сюда, и периодически проверяли остановки, выгоняли такое. Они грубят, старшие не слушают, такая у нас молодежь пошла. Делают все это подростки. На замечания окружающих, как правило, не реагируют. А дети-то бы еще вот такие были бы. Вот такие, вот все, вот такие. Ну, сколько там сидели на собрании. Они не слушаются, они сидят, все пинают, курят без конца. И там вот это вот стоит у нас 2 телевизора. Они даже не работают. У нас получается все обхаркано. 2 теплых остановочных павильона по улице Орджоникидзе и на автостанции и вовсе не работают. Они перестали нести свою основную функцию. Повреждены радиаторы, электропроводка вырвана. Там установили личности, тоже камеры, которые они, и перед тем, как разбили эти камеры, тоже зафиксировали, кто. Сегодня мы, конечно, деньги нашли в бюджете, восстанавливаем и в регрессном порядке будем там, где мы определили виновных, там будем взыскивать по суду. Орджоникидзе, теплую установку ее разбомбили больше всех, наверное, да, там вообще места живого неба нету. Сейчас будем ремонтировать. Камеры видеонаблюдения в прошлый раз запечатлели виновников. Личности установлены. Все они будут привлечены к ответственности. Глава города отметил, что после ремонта камеры видеонаблюдения будут работать в новом режиме, что поможет оперативно фиксировать случаи вандализма и контролировать состояние объектов. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В общественном центре Якутска прошло пленарное заседание 6-го форума психологии Якутии на тему «25 лет. Опыт развития становления. Время перемен». Мероприятие провели в рамках Дня психолога в России. Отдельные секции приурочили к 25-летию психологической службы республики. Здесь собрались специалисты из государственных, муниципальных и частных организаций. Сегодня на экспертной площадке обсудили основные проблемы современной психологии, а также уделили особое внимание вопросам по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Сегодня мы отмечаем, что психоэмоциональное состояние общества, безусловно, всего вообще общества, да, оно, безусловно, сегодня находится в таком состоянии нестабильном. И поэтому для нас, для всех, те страхи и риски, которые ранее нам казались действительно серьезными, глобальными, сегодня являются мелочными. И на их непосредственно, так сказать, замену пришли страхи и риски, с которыми психологи сегодня должны определить новые формы и методы работы. Сотрудниками управления Россельхознадзора ежегодно проводится мониторинг карантинного и фитосанитарного состояния сельхозугодий и лесного массива на территории республики на предмет выявления карантинных объектов. В этом году они обследовали 16 районов Якутии, охватив площадь более 3 миллионов гектаров, включая леса и поля. Подробнее об итогах фитосанитарного мониторинга в материале Лилии Бурцевой. Специалисты установили порядка 1000 ловушек, чтобы обнаружить таких вредителей, как сибирский шелкопряд и некоторые виды жуков. Вместе с Министерством экологии и местными управлениями были проведены работы над тем, чтобы свести к минимуму распространение вредителей и ликвидировать очаги их появления. В ходе обследования в целях выявления карантинных объектов использовано 1350 цветных и феромонных ловушек. В результате мониторинга упразднены 2 карантинные фитосанитарные зоны по сибирскому шелкопряду на площади более 60 тысяч гектаров лесного массива в Хангаласском районе. В Якутии распространены карантинные объекты, как сибирский шелкопряд. Сотрудники управления Россельхознадзора провели мониторинг лесоперерабатывающих предприятий Ленского района, включая их склады. Основные объемы заготовки и переработки древесины обеспечиваются местными компаниями, продукция которых – пиломатериалы для реализации по всей России. По итогам мониторинга предприятия получают сертификат, подтверждающий отсутствие карантинных объектов в пиломатериалах на основе лабораторных экспертиз. Карантинный сертификат выдается по результатам лабораторных экспертиз. Каждая партия лесоматериала проходит проверку через автоматизированную программу Argus Fito.
что гарантирует прозрачность и объективность процедуры. Мы в течение одного дня должны уже обрабатывать данную информацию и принять решение о выдаче или в отказе карантинного сертификата на лесопродукцию. В этом году оформлено 32 карантинных сертификата на 64 тысячи кубических метров пиломатериалов. Таким образом, работа управления Россельхознадзора направлена на обеспечение безопасности и качества древесной продукции, что способствует устойчивому развитию лесного хозяйства региона. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск. Социальный контракт – это помощь от государства на улучшение финансового положения. Она положена малоимущим, причем как семьям, так и одиноко проживающим гражданам. В Алданском районе данное направление вызывает огромный интерес у граждан. Ежегодно спрос на такую поддержку превышает предложение. Подробнее Руслан Павлов. Пенсионер Геннадий Пономарев на массажном столе не впервые, но на этот раз узнал новости о своем здоровье. И первый раз о себе узнал. Что именно узнали? Ну, что сколиоз. Сроду не думал. По словам Геннадия, теперь на массаж он будет ходить чаще. Да и возможность такая появилась благодаря социальной поддержке, которой воспользовалась Надежда Кравченко, жительница города Тамота. Надежда Александровна прошла специальное обучение по данному направлению, поэтому она, конечно, я думаю, что это очень будет востребовано среди граждан Тамота. В сферу массажа Надежду Кравченко привела необходимость. Проблемы со здоровьем сына заставили ее глубоко изучить материал. Сегодня Надежда не просто самоучка. Она владеет несколькими методиками массажа, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Из-за того, что у меня ребенок был на лечении, я старалась сделать все, чтобы он вошел в социальную сферу, чтобы он не был изгоем, чтобы он не был, как сказать, выброшен на обочину дорогу. Я делала все возможное, чтобы помочь своему ребенку. Вот сейчас мой ребенок вырос, он женился, вошел в социальную сферу, работает на своем рабочем месте, его уважает начальство, и он имеет семью, уже у него свой ребенок. И поэтому я уже бабушка, да. И поэтому я помогаю людям, именно невзирая на статус. Моя задача помочь человеку. Средства социального контракта помогли Надежде Кравченко открыть массажный кабинет и приобрести специализированные материалы и дорогостоящее оборудование, которое она использует в своей работе. Если в целом, то социальный контракт пользуется большим спросом у малообеспеченных слоев населения Алданского района. В этом году нам доведено 28 квот. Буквально на сегодняшний день, если взять, это у нас 22 уже использовано. И я думаю, что до конца года, естественно, мы эти квоты все используем. И даже, скорее всего, судя по тем заявкам и по активности граждан, которые сегодня мы наблюдаем, скорее всего, будем просить дополнительные квоты. Продолжая тему, Вадим Мазурок говорит, что главной целью соцконтракта является помощь малоимущим найти постоянный и стабильный источник дохода. И, как показывает статистика, в большинстве случаев люди не просто находят работу, а занимаются любимым делом. Руслан Павлов, Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Тамот. В день празднования уникального культурного наследия Якутии эпоса Олонхо прошло вручение стипендий главы региона носителям традиционной культуры. На церемонию прибыли 26 известных олонхосутов, Запевала Соха, кузнецов и народных мастеров со всей республики. Айсан Николаев поздравил собравшихся с праздничным днем и поблагодарил за вклад в возрождение, сохранение и распространение культурного наследия народа Саха. Он также подписал распоряжение об объявлении третьего десятилетия Олонхо в республике. Это очень радостное событие. Это дает очень большую надежду для развития нашего нематериального культурного наследия, богатства эпоса Олонхо. И это дает возможность, стимул дальше развития, еще больше развития. Я с 2010 года занимаюсь эпосом Олонхо, и 15 лет кропотливый труд, результат будет. Результат наконец-то настал. Наконец-то Республика Саха-Якутия, правительство Ильтархан признали лучшим. Поэтому это для нас очень большая честь.
Сегодня в Саха-академическом театре состоялось торжественное открытие 16-й декады Олонхо, посвященной 20-летию провозглашения якутского героического эпоса шедевром ЮНЕСКО. В этом году основной акцент в программе сделали на вовлечение молодежи в изучение и сохранение эпического наследия. По словам организаторов, с каждым годом увеличивается охват, и все больше образовательных организаций принимает участие в программе декады. Всего запланировано же более 80 мероприятий, которые пройдут как в столице, так и в районах. Так, конкурсы, форумы, фестивали, выставки, спектакли и научные конференции будут проходить до 4 декабря. В течение 20 лет на государственном уровне проведена системная работа по реализации и распространению эпоса Олонхо. Учреждены институты Олонхо, создан театр Олонхо. Сегодня образовательные учреждения работают по реализации педагогики Олонхо. Также проводится ИСЭХ Олонхо, который является высшей точкой реализации творческих проектов в сфере Олонхо и других видов фольклора. Завершились гастроли Саха-академического театра в Татарстане, Мариэл и Чувашии. Тур под названием «Желанные берега Саха-театра» от Лены до Волги прошел в рамках федеральной программы больших гастролей. Был приурочен к 120-летию театрального искусства Якутии. По итогам второго межрегионального фестиваля национальных театров «Чекёс» имени народной артистки СССР Веры Кузьминой спектакль «Глухой Вилюй» в постановке Тараховского был единогласно признан лучшим спектаклем и удостоен высшей награды. Все думают, что гастроль это такое, поехали отдыхать. На самом деле это такое очень сложное дело, потому что там на гастролях показывается профессионализм вообще театра. Потому что ты приезжаешь, другая площадка, и тебе надо сразу на этой площадке за день сделать спектакль. Вот. Но я думаю, наш театр с этим справился, да, и нас очень хорошо принимали. Зрители, полные залы были у нас. Вот. И как-то немножко увидели наш театральный мир, наших артистов, наших режиссеров, наших художников. На сцене Государственного театра оперы и балета имени Суруна Амалона 28 и 29 ноября состоится премьера спектакля «Болеро» на музыку Мориса Равеля. Музыкальное произведение, написанное в начале прошлого века, одно из самых узнаваемых и любимых у многих почитателей классики. Хореография и постановка главного балетмейстера театра, заслуженной артистки России, Республики Екатерины Тайшиной, сильно отличается от сотни других постановок по всему миру. В якутском спектакле заняты практически все артисты балета. С помощью сложной хореографии артисты рассказывают драматическую историю, наполненную яркими эмоциями и страстью. Не в каждом театре могут поставить болеро, потому что необходима большая труппа артистов балета, оркестр с участием саксофонов, большой состав оркестра. Но у нас это все есть, у нас есть эти возможности. В эти дни у нас проходят очень плотные, насыщенные репетиции. Я уже постановку, естественно, увидел. Она очень яркая, магическая, гипнотическая. Я уверен, что всем зрителям, которые смогут прийти, а билетов осталось не так много, им очень понравится, и вы просто попадете в такой очень интересный музыкальный гипноз. Нерюнгринские пловцы выступили на открытом первенстве Сибирского федерального округа Международной школы плавания «Кроль». В соревнованиях приняли участие более 300 детей со всей России. Нерюнгринскую команду представили 27 юных пловцов в возрасте от 6 до 14. С какими итогами вернулись спортсмены домой, узнавали наши коллеги из Нерюнгри. И снова воспитанники школы плавания «Кроль» пополнили копилку спортивных достижений Нерюнгринского района. С открытого первенства Сибирского федерального округа пловцы привезли домой 4 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей, а также много новых спортивных разрядов. Один из заплывов, который я плыла, это был комплекс. Комплекс – это когда ты с прыжка плывешь 4 стиля подряд. Первый стиль – это баттерфляй.
Потом ты плывешь в спину, далее ты плывешь брас, а потом вольным стилем. Я достаточно много переживала, и поэтому на этих соревнованиях, к сожалению, я ничего не выиграла. Но на прошлых соревнованиях я выиграла 3 первых места. Я не расстраиваюсь, потому что я хочу дальше продвигаться, и я буду стараться, чтобы выигрывать первые места. Одной из самых юных участниц первенства стала 7-летняя Версавия Полякова, которая занимается плаванием меньше года. Первые соревнования были 50 метров, но мы просто вот так группой, когда плыли, только вот так от того места до другого, и мы выходили. Никакого места не получил, но на следующих соревнованиях считаю, что получил первое место. Состязания с пловцами из других регионов и школ позволили нерюнгринским спортсменам оценить свои способности, свои слабые и сильные стороны, в очередной раз получить большой опыт. Для меня самое тяжелое – это мысленно собраться перед заплывом, а самое легкое – это просто выступить так и приплыть уже и с радостью выйти. Был в Санкт-Петербурге и вот недавно в Томске, там занял 3 серебра. Готовят к соревнованиям, оттачивают технику плавания и в целом улучшают физическую подготовку, развивают выносливость и координацию у детей 2 опытных тренера школы плавания «Кроль» – Татьяна Мазенкова и Данил Назарчук. Более 100 детей занимаются, разновозрастные, от 7 лет до 16 лет. Мы очень часто выезжаем на соревнования, стараемся выезжать еще чаще, чем у нас получается. В этом году мы посетили уже 4-е соревнования, побывали в городе Санкт-Петербурге, в городе Томск, в городе Якутск, в городе Москва. С каждых соревнований мы привезли немалое количество медалей, с каждым соревнованием у нас медали растут, опыт прибавляется. На районном уровне между школами плавания также периодически проходят соревнования. Ближайшие запланированы на 20-е числа декабря этого года. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.